Теперь не страшно думать о том, что в старости некому будет принести стакан воды. Робот-официант Гоша с легкостью справляется с этой задачей. Он умеет наливать воду или другой напиток из бутылки в стакан. Так. За твое здоровье, Гоша. Над этим роботом трудились два человека. Десятиклассник Хамзат Зортов и ученик 9 класса Алихан Катиев. Один отвечал за мозг Гоши, то есть программирование, другой за конструкцию. Эту интересную задумку молодые люди воплотили очень быстро, за одно занятие. До того, как собрать его, мы собирали еще ЭО-3, много роботов там. Начинали с железного какого-то, самого простого, и самое сложное это вот этот Arduino. Само программа Arduino, она легкая, и она заключается только в командах. А есть языки, которые еще намного сложнее, как Python и Scratch. Хамзат и Алихан ходят на кружок программирования с момента его открытия, уже 3-й год. Эта возможность у них, как и у всех учащихся, появилась благодаря запуску современной 5-й школы в рамках нацпроекта образования. Дети создают здесь интересные разработки. Имран Шаухалов, например, месяц занимался изобретением робота-оператора. Он передвигается, ну и, собственно говоря, снимает. То есть для блогеров отличная разработка, да, чтобы вот там телефон не держать? Да, чтобы... Вот как долго ты разрабатывал? Примерно месяц. Сам процесс, процесс заинтриговал, затягивал сам. Нравилось собирать. Они создают роботов, которые помогают облегчить жизнь и могут принести пользу обществу. В 2022 году, спустя долгие месяцы кропотливой работы, десятиклассник Абдулла Ахильгов изобрел электронную трость с ультразвуковыми датчиками. Она с помощью вибрации указывает на препятствия. После того, как его прикрепили, датчик смотрит вверх, то есть вперед, и немного вверх. Он видит на расстоянии метра любую преграду. После того, как датчик замечает преграду, он подает сигнал и вибрирует. И слепой человек, когда он стоит с тростью, он может почувствовать вибрацию от этого датчика и поймет, что есть какая-то преграда. Это сделано, чтобы было легче ориентироваться в пространстве. То есть ему не надо будет лишний раз спотыкаться. Или, например, если преграда будет выше, чем сама трость, то датчик почувствует и сообщит об этом. Смышленые, амбициозные, полные идей и энтузиазма. На кружок по робототехнике ходит более 80 детей. Желающих с каждым днем попасть сюда все больше. Здесь они занимаются программированием, конструированием и моделированием. На базе нашей школы обучаются к языкам программирования, таким как Python, Scratch, C++ и C-Sharp. C-Sharp у нас начальная стадия, так что дети еще не подготовлены к этому языку программирования. А Python и JS дети уже начали программировать свои работы. Они участвовали в проекте «Код будущее», который у нас проходил в республике. И на 3D-моделировании тоже мы на 3D-принтерах делаем модели. Все эти ребята после совершеннолетия всерьез подумывают связать свою жизнь с IT-сферой. Многие из них хотят поступить в Академию цифрового развития, которую запускает в регионе весной этого года группа «Сафмар». Микаила Гуцериева при поддержке главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Зелимхан Калоев, Султан Магушков, Магаз 24.